Это онлайн-кинотеатры «Море» и «Винг», на которых мы реализуем как собственное производство, так и показ всех сериалов, всех фильмов, которые есть в нашей стране. И, соответственно, это в первую очередь коммуникации бренда, коммуникации контента, коммуникация с вами, как с конечными потребителями, в принципе, пользователями. Вот Эмили сейчас мне будет помогать с нашей презентацией. Да, действительно, наверное, из крупных проектов, с которыми мне удалось поработать, это национальные приоритеты, и России наверняка тоже о них слышали. И в целом все, кто будут со мной вместе на треке, мы с вами разберем различные кейсы, которые могут быть отработаны в рамках национальных приоритетов. Точно так же мы работаем и с обычными, скажем так, государственными структурами и негосударственными структурами. И наверняка, в принципе, весь наш контент, который мы производим, в принципе, на СТС, вы знаете. Эмили, давай следующий слайд. Думаю, что у меня, наверное, нет возможности. Да. В принципе, если говорить о всех возможностях, которые предоставляет любой телевизионный холдинг, не только национальная медиагруппа, и, в принципе, как строится все современное медиа в нашей стране, она выглядит вот таким вот звездным. Да, слышно меня? То есть это и различные, естественно, ТВ, такое классическое, наше самое большое медиа, которое является достоянием нашей страны. Это то же самое радио, которое относится к нашим медиа. Это и блогеры, и социальные сети, потому что сейчас без них никуда. Это и онлайн-кинотеатры, потому что это огромный пласт контента, это огромный пласт аудитории, с которой нужно взаимодействовать. И для каждого человека можно какую-либо информацию посредством медиа, собственно, донести. Поэтому у каждого такого крупного холдинга, и все, в принципе, все, что мы с вами знаем, то все концы так или иначе ведут либо к нам, либо в «Газпром Медиа», либо в холдинг М1. Любые билборды, любая информационная какая-то вещь на радио, все это в конечном итоге сводится к одним таким 3 большим китам, если можно так сказать. Вот. Друзья, если у вас будут какие-то вопросы по ходу, вы можете их озвучивать, чтобы мы с вами в формате воркшопа что-то разбирали, что-то дополнительно обсуждали. Вот. Если говорить... Эмили, можно следующий слайд? Если говорить вообще, в принципе, о телеканалах, то есть здесь я говорю конкретно про СТС, но, в принципе, это касается и ТНТ, и домашнего, и телеканала Ю, и Первого канала. То есть помимо того, что это, естественно, телеканал, мы представляемся всегда во всех социальных соцсетях, которые разрешены на территории нашей страны. Это и видеосервисы, в том числе и YouTube, и Море, и Виок, различный Кинопоиск. То есть, в принципе, все, что можно, чтобы занять полностью территорию и достучаться до каждого, в каждую дверь, где проживает российский гражданин. Это и мобильные приложения в том числе, это и операторы связи, Ростелеком и Мегафон. То есть, в принципе, суть глобальных медиа и трендов – это охватывать вот так полностью всех, чтобы с каждой стороны каждого человека, куда бы не направил свой взор человек, он видел нас полностью, в принципе, весь наш контент и всю нашу информацию, которую мы хотим донести. Поэтому у каждого крупного такого медиа, как, например, телеканал, потому что телеканалы и ТВ это являются самыми, до сих пор самые масштабные, весомые, крупные медиа, которые несет в себе информацию. У каждого есть сайт, у каждого есть социальные сети, странички ВКонтакте, Одноклассниках, Дзен, ТикТок, Телеграм, где можно себе представить, и даже в Япе. Это и мобильные приложения, естественно, приложения для Smart TV, потому что Smart TV – это обычные большие экраны, через которые мы с вами смотрим ТВ-контент. Так, Эмили, давай дальше. Здесь у нас, в принципе, такое представлено видео, оно, к сожалению, не очень хорошо работает, но, опять же, это такой пример, как каждый холдинг, каждый телеканал, либо каждая социальная сеть, каждый блогер в том числе, либо каждый... У меня периодически отключается микрофон, ну ладно. Вот, каждое шоу, каждый блогер делает вот такие вот так называемые дженерики, где он собирает
самые интересные такие вкусные моменты, озвучивает их и рассказывает, что как бы будет в следующем сезоне. То есть это такой тизер-завлекалочка для того, чтобы аудитория ждала, аудитория приходила, аудитория смотрела. Самое главное вообще, в принципе, что для чего вообще все это делается, это удержать аудиторию, так как сейчас идет тренд на смену, ну, в принципе, из-за того, что у нас очень плотно вошли в социальные сети в нашу жизнь, внимание человека очень сильно и очень быстро меняется. И то есть если мы сравниваем, например, внимание человека 10 лет назад и внимание человека сейчас, то мы можем понять, что концентрация, она снижается. Это, опять же, связано с тем, что появляются более быстрые форматы, например, TikTok, эти видео минутные, даже меньше, чем минуты. И, соответственно, удержать аудиторию все больше и больше труднее. Особенно это касается каких-то масштабных проектов, на которые все, в свою очередь, телеканалы либо онлайн-кинотеатры обращают внимание. Поэтому вот в формате таких вот минутных видео каждый крупный холдинг обращает внимание своего пользователя. Такие видео как раз-таки, они идут как и в контенте, точно так же они попадают и в социальные сети, и в ВК-видео, и в ТикТок, и в Дзен-видео. То есть, в принципе, везде, где можно запустить такой короткий ролик, зацепить аудиторию и привести ее на конечную точку, в принципе, как это самый главный такой вот посыл от всего медиа, привести на конечную точку и удержать. В этом заключаются как раз-таки такие истории. Наверняка вы сами снимали какие-то короткие репортажи, делали какие-то короткие видео и сами постоянно залипаете в каких-нибудь шортсах там, на Ютубе либо в ВК для того, чтобы посмотреть вообще, в принципе, что сейчас происходит в стране и в мире, там, что делают блогеры, что делают какие-то ваши любимые звезды и так далее. Если говорить вообще, Эмиль, можно следующий слайд? Если говорить вообще, в принципе, в среднем о всех трендах, всех телеканалах и всех холдингах сейчас, что происходит, то здесь, естественно, мы сталкиваемся с тем, что у нас произошла очень большая такой очень большой блок импортозамещения, и, соответственно, все, что транслировалось ранее на всех телеканалах, на всех платформах зарубежного, то есть это зарубежные блогеры, это зарубежный контент-шоу, это зарубежные сериалы. Это все, естественно, у нас пришло вот с такой позиции на более низкую, и, соответственно, очень большой пласт внимания, очень большой пласт аудитории и очень большой пласт времени освободился. И это, естественно, нужно занимать и занимать как можно быстрее. Поэтому все сейчас холдинги переключились на производство собственных программ, собственных сериалов, собственного контента для того, чтобы аудитория не ощущала сильную вот эту разницу от перехода от нашего, ну, от зарубежного, вернее, контента к нашему отечественному. Я могу сказать, что это колоссальная работа, которая делается сотнями и тысячами людей, но это дает свои результаты. Мы видим это, в принципе, на всех мероприятиях, мы видим это на отраслевых мероприятиях, которые проходят, что, в принципе, аудитория довольна тем, что происходит сейчас на нашем медиа, как мы заменяем всю ушедшую зарубежную линейку. И сейчас, в принципе, все, ну, если, в принципе, сравнивать такую телепрограмму по всем каналам, ну, плюс-минус, я опять же так говорю условно, то мы на каждом телеканале увидим какую-то кулинарную программу, потому что все мы любим готовить, и несмотря на то, что у нас Гордон Рамзи не транслируется в нашей стране, у нас есть свои собственные классные шеф-повара, которые учат готовить. Опять же, это направлено на разные абсолютно целевые аудитории, и у каждой кулинарной, грубо говоря, своя как раз-таки целевка. У кого-то это более взрослое поколение, у кого-то более молодое поколение. То здесь каждый ищет что-то свое. Это и мейковеры, потому что, в принципе, стиль – неотъемлемая часть жизни абсолютно всех и мужчин, и женщин. На это идет огромный тренд последние, опять же, 10 лет. Потому что до этого, когда, в принципе, это были какие-то 90-е, нулевые, вряд ли вы, конечно, застали это время, но тогда о моде, о каких-то трендовых вещах говорили сильно меньше, было сильно меньше выбора, и сейчас, когда мы заходим в торговый центр, у нас абсолютно разбегаются глаза, не понимая, куда при этом смотреть и как это все сочетать, а хочется выглядеть, как говорится, как с обложки. Поэтому существуют различные мейковеры практически на каждом телеканале для того, чтобы аудитория нашла своего собственного стилиста и прислушивалась к его советам.
Кинопоказ никто не отменял, потому что кино – это самый тяжелый пласт, который нужно, и сейчас происходит такая тяжелая замена, потому что мы все прекрасно знаем, что есть огромное количество любимых фильмов, любимых сериалов зарубежного производства, которые, к сожалению, ушли из нашей страны. Но, тем не менее, что-то у нас еще остается, что-то доснимается, и в конечном итоге мы получаем такой хороший кинопоказ на каждом телеканале. И наверняка вы, либо ваши родители знаете, что есть условно на СТС всегда кино в 21:00, и можно в любой момент включить, там с 9 до 11 и смотреть какой-либо фильм. Точно так же и в выходные. Ну, естественно, самый большой такой пласт – это шоу, это праймовые шоу, это яркие шоу, где есть напряжение, где есть юмор, где есть, возможно, какая-то магия, то есть это то, что нам дает расслабиться, максимально посмеяться, отпустить какие-то проблемы, может быть, связанные с учебой, работой, и, соответственно, просто переключиться, посмотреть, кайфануть, перезагрузиться и спокойно дальше пойти. Касаемо шоу, это уже, наверное, давно вышло за пределы ТВ, и давно все шоу существуют в интернете. Мы, как холдинг, выкладываем все в YouTube. Точно так же сейчас огромное количество шоу выходит у ВК-видео. Они заключили крупные коллаборации с продакшенами, с блогерами для того, чтобы аудиторию привлекать, потому что, как мы сейчас знаем, в принципе, социальная сеть ВКонтакте – это единственная социальная сеть, которая у нас, ну, практически единственная, которая доступна для молодежи и разрешена на территории, где можно действовать, в принципе, всеми доступными способами. Это и собирать аудиторию, вести сообщество, что-то в какой-то степени и продавать, зазывать на мероприятия, в принципе, объединяться в какие-то комьюнити и общаться. То есть ВКонтакте – это сейчас такой глобальный, универсальный, классный инструмент, который, в принципе, у нас сейчас на данном этапе существует. Вот, Эмили, можно следующий слайд. Вот, если говорить о сериалах, это такая особый пласт, который сейчас с болью, наверное, дается всем телеканалам, но СТС и ТНТ я выделила здесь эти два канала, потому что мы вместе с «Газпром Медиа» так ударно врываемся в эту историю. И наверняка вы слышали о том, что у нас стартовали новые «Папины дочки». Возможно, вы видели старые. Сейчас это абсолютно новый формат, который перезапустился и с классными цифрами, с огромными охватами идет и радует аудиторию, собирая все новую и новую вокруг себя комьюнити. В принципе, касаемо сериалов, то есть мы смотрим на тренды, которые были в нашей стране, которые прям так хорошо проходили. Смотрим на то, что выпускает зарубежная часть, потому что, несмотря на то, что они ушли, у нас нет лицензий, как бы смотреть нам то, что делают другие коллеги, никто не запрещает, либо читать какие-то анонсы. И, соответственно, мы примерно, каждый канал понимает, какая у них целевая аудитория, для того, чтобы можно было максимально под нее подстроить. Мы понимаем, что у нас СТС – это такой семейный развлекательный канал, поэтому у нас в основном такие сериалы достаточно семейные, теплые, добрые, если можно так сказать, где-то юморные, где-то чуть-чуть, наверное, с магией. И вот мы сейчас, вот если вы видите на слайде, есть сериал «Наследники», то мы замахнулись на такое наследие Гарри Поттера, если можно так сказать, и говорим о том, что мы будем запускать свое собственное производство такого а-ля Гарри Поттера, где будет такая магия твориться для того, чтобы даже Поттериана и любители Гарри Поттера не совсем уж загрустили вместе с тем, что Гарри Поттера, к сожалению, в нашей стране сейчас нет. Вот, если говорить о сериалах ТНТ, Эмили, это следующий слайд. Да, то здесь наоборот, немножечко у нас расходится полностью, ну, даже не полностью, скорее мы смотрим в разные стороны с телеканалом ТНТ. Здесь такое более, я бы сказала, наверное, не семейная аудитория, а скорее одиночная.
То есть это молодые девушки, молодые люди, которые хотят больше веселиться, больше как-то отдыхать, нежели куда-то встраиваться в проблемы, которые поднимаются в сериалах семейных. Вот. Но точно так же здесь мы видим возвращение и сериала «Букины», который шел примерно в одно и то же время, когда шли «Папины дочки». И это и возвращение «Реальных пацанов», которые выпускают последний сезон, он идет на протяжении 13 лет. Точно так же они возвращают сериал «Универ», то есть, в принципе, по каждому каналу мы видим тренды на возвращение какого-либо глобального сериала, который оставил самый большой след в сердцах аудитории, для того, чтобы кто-то, возможно, уже будучи взрослым, вспомнил ту любовь и пришел смотреть сейчас, некоторые посоветуют это уже своим детям, либо же это как будет все глобально так просматриваться. Но очень много сейчас тратится и средств, и сил на то, чтобы возмещать и заполнять тот контент, который от нас ушел, для того, чтобы как раз-таки сама аудитория, вся Россия, и не только Россия, еще, в принципе, каждый холдинг это транслирует за ближнее зарубежье, это и Казахстан, это и Беларусь, это Узбекистан, некоторые сериалы переводятся и уходят в Китай, то есть, в принципе, либо адаптируются, и мы продаем эти форматы как адапт, для того, чтобы это можно снимать было в других странах. Все это делается для того, чтобы наша аудитория, в принципе, вы максимально вовлекались и чувствовали себя, в принципе, спокойно, для того, чтобы вот этих резких перепадов не происходило. Это все, что, в принципе, сейчас касается телеканалов. Так, глобально, если есть какие-то вопросы, то можете их мне задать. Так, если вопросов нет, не вижу, по крайней Я мере. думаю, что, скорее всего, вопросы будут в конце. К Нет. сожалению, так как я сейчас демонстрирую презентацию, я не могу посмотреть в чат. Поэтому, надеюсь, В общем чате ничего. Хорошо. Вот, но вы, в принципе, да, если вдруг что-то у вас есть по ходу, то вы обязательно задавайте, потому что так легче вести диалог. Вот, тогда мы переходим, в принципе, к следующей истории глобальной, которая есть. Это онлайн-кинотеатры. Каждый пользуется онлайн-кинотеатром, которым хочет. Это, наверное, такое достижение последних 5 лет, я бы сказала, когда все пошли глобально в интернет, потому что до этого момента все как-то в привычке существовали в телевизоре, в стандартном таком линейном антенном смотрении, и, в принципе, про онлайн как-то ничего не думали. Но тренды не стоят на месте, и, как мы говорим, диджитал захватывает территорию, захватывает ее со стремительной силой, поэтому онлайн-кинотеатры набирают обороты. Эмиль, можно следующий слайд. Здесь как раз-таки представлены наш кинотеатр Море ТВ и Винк, но и, соответственно, в принципе, все онлайн-кинотеатры, которые существуют сейчас в нашей стране. Понятное дело, что есть такие глобальные, большие гиганты, как Кинопоиск и Иви, которые существуют уже, наверное, самое большое по продолжительности время в нашей стране. Один принадлежит Яндексу, как мы все с вами знаем, второй существует полноценно, автономно и пытается самостоятельно, без какой-либо поддержки, привлекать к себе аудиторию. Каждый кинотеатр, который вы здесь видите, это и Винк, и Ока, Премьер, Море ТВ, Кион, Старт, вся эта линейка, которая здесь есть, имеет достаточно хорошую базу в своей аудитории. Онлайн-кинотеатры между собой соревнуются, но соревнуются в плане, наверное, кинопроизводства и аудитории, потому что у Кинопоиска аудитория выбирает Кинопоиск, потому что она пользуется Яндексом, потому что это входит в экосистему Яндекса, для некоторых пользователей это удобно. У Иви очень большое количество смотрений именно с телевидения Smart TV, потому что это первое приложение, которое появилось, в принципе, на смартах. Люди к нему привыкли, люди будут его смотреть. Винк имеет за собой огромную базу в виде национальной медиагруппы и Ростелекома, поэтому здесь аудитория перемешивается, и, в принципе, все, кто пользуется
IPTV, либо же приставками от Винка, они имеют доступ к Винку. ОКО, как мы знаем, это кинотеатр Сбера, где своя огромная база подписчиков, в принципе, база пользователей. Премьер принадлежит телеканалу ТНТ и, в принципе, Газпром Медиа. Аналогично так принадлежит нам ОРТВ, национальной медиагруппе СТС. Кион – это от МТС, Старт и Мегафон ТВ – это общая платформа Мегафон ТВ, но Билайн, понятно, медиатека существует самостоятельно. Наверняка вы видели рекламу каждого из этих кинотеатров в социальных сетях, у блогеров, на Ютубе, на билбордах, возможно, даже в газетах, либо в журналах. То есть каждая медиа, несмотря на то, что оно медиа, оно задействует все возможные ресурсы для того, чтобы аудитория слышала об их успехах, об их производстве, в принципе, о них и о их плюсах, и приходила, собственно, на эту площадку. Поэтому у каждого из представленных кинотеатров есть бесплатный пробный период. Он обычно идет от недели до месяца, где пользователь может полностью попробовать юзабилити, попробовать контент, посмотреть, что там есть, для того, чтобы понять, нравится эта площадка или не нравится. За счет того, что у нас нет как таковой монополии в медиа, кроме ВК, у них в социальных сетях монополия, в онлайн-кинотеатрах либо в телеканалах нет у нас монополии, поэтому каждый волен выбирать, что хочет, а некоторые пользуются несколькими вариантами подписок, потому что чаще всего нету каких-то возможности смотреть тот контент, который производит какой-либо кинотеатр в другом кинотеатре, если только они не работают в какой-то коллабе, для того, чтобы производить какой-нибудь классный сериал. Например, у Кинопоиска наверняка вы слышали о таком сериале, как «Триггер» либо «Топи», который был на верхах всех. У Иви есть свои сериалы, у Винка это вот, наверное, одна из моих любимых сериалов – это «Балет», потому что у меня там была рекламная интеграция, в принципе, и я была на съемках этого и видела, как это все происходит, и мы интегрировались на этапе непосредственно сценария для того, чтобы вся рекламная кампания была максимально нативна, потому что сейчас реклама в лоб уже давно не работает, и мы это прекрасно знаем. Никто не пойдет что-то покупать, что-то смотреть, что-то делать, если это будет прям бить тебе в глаза. Нужно это делать максимально аккуратно для того, чтобы человек это просто воспринимал как информацию, она у него укладывалась, и, соответственно, дальше уже он это просто понимал и говорил: ну да, у меня это есть, я это знаю. А откуда я это знаю, уже как бы не совсем важно, потому что сейчас, как один из трендов медиа, неважно, где ты увидела рекламу, что ты там прочитал, посмотрел, тебе кто-то рассказал, главное, что ты запомнил какую-то информацию от бренда, какую-то информацию от вообще, в принципе, холдинга, который тебе что-то хочет донести. Вот, Эмили, можно следующий слайд. Если говорить о том, что же происходит в онлайн-кинотеатрах, потому что очень глобально, тут немножечко поехали все цифры, очень глобально в прошлом году уходили кинотеатры и уходили фильмы, и, наверное, каждый день можно было читать там: этот сериал заканчивает существование, тот сериал заканчивает, это заканчивает, тот кончается лицензией. Вся аудитория очень сильно так ее штормила, особенно, наверное, в марте-июне, когда было все непонятно, и все думали, что все, вот у нас сейчас все закончится, от своего у нас ничего нет. Это не совсем так. У нас очень большое количество собственного контента у всех площадок. Плюс у нас точно так же есть классные партнерские отношения с Кореей, с Турцией, с ближайшими нашими странами, друзьями, где производится тоже очень много контента. И, в принципе, одни вот из таких классных, наверное, достижений, которое было впоследствии стало уже непосредственно каким-то классным толчком, это как раз-таки дорамы. Ворвались просто во все чаты, взорвали все и остаются на передовых позициях. Даже существуют отдельные телеканалы, которых раньше не было, которые показывают исключительно дорамы. То есть вот как раз это пример того, как может определенное производство ворваться на весь мир таким образом и прогреметь так с помощью своей рекламы и своей коммуникации с каждой аудиторией, чтобы об этом контенте знали абсолютно все. На втором месте сейчас, в принципе, именно по таким врывам это турецкие сериалы. Они начали стремительно как-то набирать свою
популярность еще в период пандемии, но взорвало это все вот буквально 22-23 год, и мне кажется, все прекрасно знают, кто такой Серкан Балат, даже если не смотрели, потому что, опять же, различные мемы, различные какие-то аудио из сериала, это все возможность коммуницировать с брендом и вообще, в принципе, возможность коммуницировать с аудиторией. Поэтому все, что вы видите вокруг себя, и если вы считаете это каким-то таким интересным, что можно нести дальше, то это можно и нужно делать, в принципе, чем и занимаются сейчас все медиаплощадки, будь то блогеры, социальные сети, либо какие-то крупные телеканалы и онлайн-кинотеатры. Эмиль, можно дальше. Если говорить вообще, в принципе, об оригиналсе, то еще несколько лет назад, наверное, ну, там, лет 5 назад, ни один онлайн-кинотеатр не производил собственное производство. Мы просто закупали различные сериалы и фильмы и были счастливы. Просто вы можете смотреть это по телеку, можете смотреть это в онлайн-кинотеатре. В связи с тем, что онлайн начал преобладать в какой-то момент на ТВ, и этот тренд, опять же, сейчас идет, и он увеличивается от года к году, это последний, наверное, пятилетие исследований медиаскопа. Медиаскоп – это самый главный такой наш собиратель семантических данных, которые проводят все опросы по всей стране, в определенных взятых республиках, в определенных взятых городах, и потом на основе этих опросов выдает нам какие-то данные, которые можно транслировать, в принципе, либо на РФ, либо на какую-то часть, где проводился этот опрос. Вот. И, соответственно, по медиаскопу мы все понимаем прекрасно, что телевизор, хоть и классный такой дешевый инструмент, но при этом все в основном сидят в телефонах, в планшетах, в ноутбуках и все делают либо в онлайн-кинотеатрах, либо же просто в поисковиках и что-то забивают. В связи с этим очень большое количество появилось наших сериалов, так называемые Originals. Это Иви Originals, Море Originals, Винк Originals. В общем, в принципе, ты берешь онлайн-кинотеатр, представляешь слово Originals, и ты счастлив. У тебя есть собственное производство. Вот. Сначала это была история о том, что мы просто будем показывать свои собственные сериалы с известными актерами, которых любит аудитория в онлайн-кинотеатрах. Потом это вышло за пределы и пошло в ТВ. Потом это вышло за пределы и пошло в престижные различные премии, в том числе и российские. Некоторые наши сериалы, под нашими, я имею в виду, в принципе, российские сериалы, попадают и за рубеж и выигрывают там различные премии, что престижно, доступно, классно, потому что если формат сериала заходит и формат именно, наверное, сценария, можно так сказать, заходит, то эту шапку, такую, эту канву можно залицензировать, перепродать в другую страну, там выйдет аналогичный сериал, и как бы все будут при этом счастливы. Вот, в принципе, это так, наверное, работает медиа последние лет 30. А когда видят какую-то канву, какую-то классную идею, которую можно было адаптировать, ее закупают лицензии и дальше адаптируют под себя. Наверное, самый такой большой и крупный проект, который был таким образом реализован, это всем известный Форт Боярд. Это изначально был просто корейский формат, потом его перекупили во Францию, потом его перекупили в Германию, потом его перекупили в Россию. И, собственно, таким вот образом у каждого была какая-то общая идея, какие-то вещи, которые нельзя нарушать, но при этом у каждого была своя какая-то тематика. Вот, это кратко, если говорить, наверное, об сериалах, которые делает наша страна. Вообще, наша страна очень, в плане медиа очень доступна. И если сравнивать то, что делается в нашей стране, например, даже с Америкой либо с Европой, то мы видим, что мы очень открытая страна и очень любим своих пользователей и потребителей, потому что бесплатное телевидение, такое, как у нас, ну, условно бесплатное, то есть у нас там минимальные какие-то пакеты, и есть список федеральных каналов. Это первый мультиплекс, который доступен абсолютно бесплатно каждому пользователю нашей страны. То есть это первый канал, второй канал, НТВ, СТС, ТНТ, пятый канал и
по-моему, ТВЦ. Ну, то есть до 10 каналов, это прям супер федеральные каналы, которые должны вещать абсолютно в каждом городе, в каждой деревушке, в каждом доме нашей страны, потому что по этим телеканалам транслируется не только какая-то развлекательная часть, но и доносятся какие-то новостные истории, которые обязательно нужно знать каждому. Вот. Потом у нас доступны бесплатно социальные сети, в то время как в большинстве стран эта вся история имеет подписку. И ну, онлайн-кинотеатры везде по подписочной базе, но в России это самые, так сказать, демократичные цены. Билборды точно так же у нас висят по всей стране, и мы можем наблюдать как рекламу сериалов, так и рекламу онлайн-кинотеатров, рекламу телеканалов, рекламу просто брендов, там, крупных банков, того же самого, тех же самых национальных приоритетов. То есть, в принципе, все медиа, которое сейчас у нас существует, все ими могут пользоваться как в своих собственных интересах для бренда, так и нести какую-то информацию в массу, потому что коммуникация – это в первую очередь про донесение информации до потребителя. Каким образом это будет происходить, абсолютно неважно. Будь то реклама товара, чтобы вы купили, я не знаю, какие-то конфеты, либо же информация о том, что сейчас ходит грипп, и нужно там обязательно сходить, сделать прививку, либо следить за своим здоровьем. И тот вид, и тот является рекламой, и то коммуникация. И, в принципе, вот об этом, наверное, мы будем с вами говорить в большей степени уже в очном формате, где мы с вами будем разбирать какие-то кейсы, где положительно сыграла история, отрицательно сыграла история, было ли вообще это сообщение нужно, была ли эта история коммуникации, и для чего вообще это сообщение было сделано, то есть какой фидбэк должна была дать аудитория от этого сообщения, и вот в таком ключе мы с вами будем работать. Вот, хотела еще также сказать, Эмиль, можно следующий слайд? Да, что вот по итогам реализации этапа номер 1 вам нужно будет обязательно записать видеовизитку, в которой вы презентуете проектные инициативы по одному из направлений проекта «Фабрики компетенций». Видеовизитка будет в формате видеоролика до 2 минут, где вы должны будете рассказать наиболее значимые аспекты проектной инициативы и тот результат, который вы хотите увидеть, тот социальный эффект. Видеовизитка должна иметь обязательно заставку, который будет содержать информацию о вас, и точно так же будет осуществлен после рассмотрения всех визиток, будет осуществлен отбор на этап, уже на очный этап, который будет как раз-таки у нас проходить в Уфе с 1 по 4 ноября, где, в принципе, мы с вами все встретимся и классно проведем время, прокачаем скиллы и научимся вообще, в принципе, использовать медиа, видеть тренды, предчувствовать тренды и думать о том, вообще, в принципе, можно, если можно так сказать, видеть будущее. Вот, видеовизитку нужно разместить на любом ресурсе или точно так же до 24 октября отправить на почту, которую у нас указана, я думаю, что она у вас точно так же есть, и в теме письма указывать направление, фамилию, имя, отчество, школу и населенный пункт. Вот, дорогие друзья, это если кратко, очень кратко, прям поверхностно, то мы вот в такой парадигме будем с вами существовать. Вот, если у вас есть вопросы какие-то, то я буду очень рада их увидеть или услышать. Да, Надежда, спасибо большое. На самом деле, вот сколько я с тобой общаюсь, для меня всегда становится таким каким-то нонсенсом, потому что Надежда реально такой путеводитель, который раскрывает иногда завесу тех миров, про которые мы нигде про это не прочитаем, мы нигде не узнаем, что из себя представляет как раз-таки медиакоммуникационная база таких крупнейших телеканалов, в которых мы с вами каждый день встречаемся, видим, смотрим. И сейчас, пока я тоже, так скажем, подвожу легкий итог, у участников есть возможность написать свои вопросы прямо сейчас в режиме, как говорится, в режиме онлайн, потому что правильно Надежда сказала, что у нас будет отбор, так скажем, участников для очного участия в фабрике компетенций по видеовизиткам. То есть понятно, что здесь будет конкурсная основа, и не каждый из вас сможет, да, поучаствовать. Но сейчас вы можете задать вопросы, потому что понятно, что сейчас некоторым ребятам эта тема может казаться вообще максимально непонятной. Будут вопросы в стиле: окей, хорошо, телек, все понятно, там заменили сериалы, добавили дорамы, а вот я живу там у себя в городе Белебей или в каком-нибудь Давлекановском районе, мне вообще это что даст? Да, здесь мы можем немножко раскрыть то, что это наше сегодняшнее занятие было как бы не с целью, да, чтобы вас нагрузить и показать
да, какие-то истории, хотя это максимально интересно, а больше объяснить, что на самом деле сейчас формулировка языка, на котором мы с вами общаемся с нашей целевой аудиторией при реализации проекта, даже просто элементарно, когда вы рассказываете о себе кому-то, да, как вот я там ученик 8 Б-класса, я занимаюсь тем-то, тем-то, уже можете у себя вот эти инструменты как раз-таки использовать. И вот по сути, здесь вот немножко, да, так скажем, можно сказать, в рамках именно очного занятия, чем вы будете заниматься с ребятами, то есть что вы будете разрабатывать? Вот можешь описать такую деятельность кратенько, в 2-3 словах? В рамках, в принципе, очных занятий мы будем с вами разбирать возможности и взаимодействие через социальные сети, через стенгазеты, через видео. То есть вообще, в принципе, разберем, для чего в школах, для чего в институтах существуют так называемые стенгазеты, существуют школьные медиа, как туда попасть, что нужно транслировать, для чего вообще, в принципе, использовать, какой инструмент дает тот, ну, в принципе, использование какого инструмента дает наибольшие результаты в каком-то ключе. То есть социальные сети бьют в одно, сама газета бьет в другое, видеоинформация бьет в третье. И, соответственно, вот первый такой, наверное, аспект – это вот эта часть. Потом мы с вами разберем кейсы, как доносить грамотно информацию, и вы будете сами мы с вами разберем несколько кейсов я вам оставлю на задание для того, чтобы вы мне объяснили, какой посыл был у этой информации, то есть что хотел донести до нас, там, условно, блогер, либо какая-то организация, для чего это вообще было сделано, потому что, в принципе, все, что происходит вокруг вас, все, что вы видите, это все коммуникация. И грамотно выстроенная коммуникация дает вам возможность, в принципе, попасть в любую дверь, будь то она супер открытая, где вас ждут, либо она закрытая, в которую нужно постучаться. И точно так же с вами разберем, в принципе, новостной контент, как нужно грамотно фильтровать информацию, что с ним нужно делать. Немножечко поговорим об искусственном интеллекте внутри медиа, потому что сейчас в этом всем варится просто абсолютно все, каждый, мне кажется, уже слышал об этом. И, соответственно, в конце мы с вами сделаем проект, который вам нужно будет осветить, выбрать самостоятельно инструменты, выбрать те цели и задачи, которые вы хотите в нем, в принципе, сотворить, и в конечном итоге получим тот или иной фидбэк от меня и, в принципе, от коллег, которые будут вместе со мной, для того, чтобы вы понимали, как грамотно доносить ту или иную информацию. Потому что вы, чем старше вы будете становиться, тем больше вы будете встречаться с самопрезентацией, в которой нужно будет доносить тот или иной формат сообщений. Также вы будете встречаться с тем, что нужно грамотно использовать те или иные инструменты, будь то, я не знаю, ВК, либо Телеграм, либо там просто газеты, либо открытка, для того, чтобы вас услышали, вас заметили, потому что в первую очередь медиа, культура коммуникации – это про то, как быть, собственно, на виду у всех и транслировать грамотно, красиво, классно свою идею. То есть мы с вами немножечко вот в эту часть уйдем. Сегодняшнее, да, занятие, как правильно сказала Эмили, это больше такая история о том, что сейчас происходит в нашей стране, потому что вы, несмотря, как я уже говорила, что все абсолютно люди, которые живут в нашей стране и не только в нашей стране, это та или иная целевая аудитория для какого-либо бренда, для какой-либо компании, для какого-либо человека. И все, что делается, в принципе, сейчас везде, то, что вы даже можете не воспринимать как информацию, это в любом случае информация, которая пытается вам доноситься. Грамотно ли она доносится или неграмотно, или вы бы хотели, чтобы она была по-другому, вот этот вот момент мы с вами разберем. Окей. Почему я не могу стать участником твоего трека? Приходи. Да, я на самом деле с радостью все бы 2 дня провела, но я так понимаю, что либо у нас ребята стесняются сейчас, да, возможно, они будут думать над тем, какие вопросы уже можно будет очень себе задать. Напомню, что еще раз
съемка видеовизитки с, возможно, вашими идеями, да, что вы хотите реализовать, или было бы прикольно у себя, к примеру, там, создать медиа-студию в школе, оно находится основным условием для отбора в качестве уже участия в очном модуле, который пройдет 1-4 ноября. В любом случае, у представители нашего проекта в ваших школах, которые непосредственно вам и направили ссылку, есть вся информация, есть положение о конкурсе, поэтому даже если вам сейчас было вообще ничего не понятно в стиле, что там какая-то видеопрезентация, проект, чего, зачем, вы просто можете обратиться к ним, они вам, как взрослые люди, все расскажут, подскажут, потому что у вас будет, наверное, не так много времени, всего лишь до 26 числа мы принимаем заявки, или даже до 24, вот, да. Это 26-го мы уже должны с экспертом дать обратную связь и понять, кто точно приедет. В любом случае у нас это сегодняшнее занятие остается в записи, поэтому его посмотрят, у нас будут еще ребята из Карачаево-Черкесской республики присоединяться. В любом случае я всем желаю приятных выходных, так скажем, пятница, и я уже готовлюсь к следующему созвону по теме спорт и ЗОЖ. Надежда, еще раз спасибо большое, будем рады видеть тебя у нас в Уфе, и скоро увидимся. Все, всем Да. пока. Всем пока, коллеги, спасибо, Эмили, люблю.